Физкульт, привет! Я Антон, тренер школы триатлона по плаванию. Мы запускаем серию обучающих видеороликов о триатлоне. Сегодня мы поговорим о плавании, об экипировке, о технике и так далее. Будет интересно. Итак, первым делом я хочу вам рассказать об экипировке для плавания. У мужчин это должны быть специальные плавки или шорты, как на мне. У женщин желательно слитный обтягивающий купальник. Еще немаловажным аксессуаром для плавания являются очки. Очки в первую очередь защищают ваши глаза от попадания в них воды. Мой совет в том, подбирайте очки так, чтобы в первую очередь вам было в них комфортно и удобно плыть. Следующим немаловажным аксессуаром для плавания является шапочка. Как с гигиенической точки зрения, так и с той точки зрения, что все плавательные этапы в триатлоне проходят только в шапочке. Без шапочки вас просто-напросто не допустят к плавательному этапу. Поэтому заранее приобретите себе шапочку и привыкайте с первых же дней плавать только в ней. Теперь поговорим об инвентаре для плавания. В моих руках колобашка. Колобашка служит для того, чтобы поддерживать ваши ноги на плаву. При этом вы можете сосредоточиться только на работе рук, не думая о том, что ваши ноги упадут на дно. Досточка предназначена для того, чтобы плавать на ногах. Вы ее держите в руках перед собой и работаете только ногами. При помощи ласт вы сможете себе поставить быстрее правильную работу ног. Также они предназначены для разработки подвижности стопы. Но совет мой вам, не увлекайтесь большими объемами плавания в ластах, потому что при большом использовании они могут вам навредить. Лопатки бывают разные. Они помогают вам как развить силу, так и технику. На сегодняшний день на рынке большое количество лопаток, поэтому прежде чем покупать, посоветуйтесь с вашим тренером, какие именно вам подойдут лучше. Спасибо, что были вместе с нами. Ставим лайки, задаем вопросы в комментариях, подписываемся на наш канал. Пока-пока.